По второму кругу Рахмон торжественно открыл предприятие в Бохтаре. В Москве похищен правозащитник из ЗАД ОМОН. В Ташкентском аэропорту за видеоролики в телефоне задержан вернувшийся из трудовой миграции. 24 марта Эмомали Рахмон во время своей рабочей поездки по Хатлонской области запустил в городе Бохтар деятельность предприятия по производству велосипедов и носков ООО «Самани Расул». По сообщению пресс-службы главы Таджикистана, предприятие создано отечественным предпринимателем Расулом Сахибназаровым. Рабочими местами обеспечено 40 местных специалистов, а мощность предприятия составит 10 тысяч велосипедов в год. Примечательно, что год назад уже было проведено торжественное открытие этого предприятия при участии премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзада и главы Хатлонской области Курбона Хакимзада и широком освещении таджикскими СМИ. Тогда в сообщении областного хукумата отмечалось, что рабочими местами обеспечены 56 местных жителей, силами которых предприятие производит в сутки 10 велосипедов и 200 пар носков. Следует отметить, президент Эмомали Рахмон принимает участие в открытии различных объектов, будь это объекты частного бизнеса или же государственного значения, в том числе и во время своих рабочих поездок по регионам страны, за что получил в народе прозвище «Открывашка». Напомним, что в октябре прошлого года таджикские СМИ освещали церемонию открытия Центра торговли и обслуживания Давлати Зафар, на втором этаже которого якобы был оборудован швейный цех со 100 рабочими местами. После чего журналисты побывали на данном объекте и обнаружили пустой зал. Участвовавшие в открытии женщины на условиях анонимности рассказали журналистам, что местные чиновники посадили их за швейные машины для исполнения роли швей. دستگیری به واسطه پیشوای عزیز ملت محترم. В Москве 25 марта сотрудниками московской полиции был похищен глава центра таджиков и известный правозащитник из ЗАД ОМОН. Информацию об этом на своей странице Facebook опубликовала российский журналист Надежда Киворкова. Правозащитник и адвокат из ЗАД ОМОН похищен московской полицией сегодня в Москве. Сам он успел только сообщить об этом близким, и связь прервалась. Власти Таджикистана приговорили его за ролик 2019 года против запрета на хиджаб в Таджикистане, написала журналист. По сообщению Азади, ранее Тверской суд Москвы обвинил ИЗАД ОМОНа в незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. Решение суда вступило в силу 16 марта. В Тверском суде сообщили, что правозащитник обвиняется в нарушении статьи 18.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. В социальных сетях появилось видеообращение ИЗАД ОМОНа к президенту России Путину, которое было записано им заранее на случай его похищения и выдачи таджикскому режиму. И вот уже в течение последние полгода за мной идет слежка. В обращении правозащитник рассказывает, что в последнее время за ним ведется слежка, и что ему стало известно об аннулировании его российского гражданства по заказу властей Таджикистана. Власти Таджикистана, представители властей Таджикистана вместе с некими... Также он сообщил о наличии заказа российским силовикам от таджикских властей о его выдаче в Таджикистан. Вы, когда смотрите это видео, это значит, что меня на территории Российской Федерации нет уже. В конце видеообращения правозащитник говорит, что если это обращение опубликовано, значит его уже нет на территории России. Как правозащитник, и что вы думаете, меня привлекли, то есть в отношении меня возбуждено уголовное дело по 307 статье, это экстремизм, понимаете? Напомним, ранее в 2019 году в отношении ИЗАД ОМОНа в Таджикистане было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ «Публичные призывы к изменению конституционного строя силовыми методами с использованием СМИ» за его видеоролик, опубликованный в социальных сетях, в котором он выступил с критикой в адрес таджикского режима по поводу запрета на ношение хиджаба. Как выяснилось, ИЗАД ОМОН несколько дней назад, после того, как узнал о лишении его российского гражданства, говорил близким о возможной его передаче таджикскому режиму. Об этом же в своем видеообращении рассказал один из соратников правозащитника Бахтовар Джумаев.
В аэропорту Ташкента задержан мигрант, возвратившийся из России. У него в телефоне обнаружены исламские материалы, сообщает подробно.уз со ссылкой на данные МВД. Силовики сообщили, что задержанный – уроженец Хаджилийского района Каракалпакстана 2000 года рождения. Он прилетел в страну авиарейсом Санкт-Петербург-Ташкент. В памяти принадлежащих ему смартфонов Xiaomi и Samsung он хранил материалы, касающиеся деятельности исламских движений. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244.1 «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку» Уголовного кодекса. Напомним, в январе 2020 года радио Азадлик обнародовало новый список запрещенной исламской литературы, сайтов и исламских движений в стране. Согласно опубликованному документу, Комитет по делам религии при правительстве Узбекистана утвердил обновленный список исламских материалов от 25 декабря 2019 года, запрещенных к изготовлению, распространению и ввозу в страну. Правозащитники отмечают, что практика проверки спецслужбами телефонов граждан на наличие в них исламских материалов получила распространение еще во времена правления Ислама Каримова. После прихода к власти Шавката Мирзиёева многие ожидали позитивных изменений в политике режима, однако практика преследования граждан за религиозную активность сохранилась.